Это программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Башук. С этого года по всей стране введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Многие жители нашей республики заметили, что в квитанциях на оплату коммунальных услуг за январь появилась новая строчка «Коммунальная услуга по обращению с ТКО». Какие права и обязанности есть у граждан и организаций в этой сфере? Каковы способы защиты нарушенных прав? И кто и за что несет ответственность? Обо всем этом мы поговорим сегодня с Татьяной Бубякиной, старшим помощником якутского природоохранного прокурора, младшим советником юстиции. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Расскажите в целом про эту реформу, которая появилась у нас в январе этого года. Здравствуйте, Ольга. Действительно, с 1 января 2019 года по всей стране введена так называемая мусорная реформа. В первую очередь она призвана на то, чтобы упорядочить обращение с отходами, с коммунальными отходами по всей территории страны. Ранее до этих изменений конкретного какого-то контроля за осуществлением деятельности по обращению с отходами, за их вывозом, за их размещением не осуществлялось в таком виде, в котором оно на сегодня есть. В каждом субъекте отобраны свои региональные операторы. В нашей республике их 5. Они все прошли конкурсный отбор. У них есть свои права и обязанности, которые они должны исполнять надлежащим образом. С них весь спрос, как говорится, на сегодня. И хотелось бы спросить, каковы же основные права и обязанности граждан и регионального оператора в этой сфере? К основным правам граждан необходимо отнести гарантированное Конституцией нашей страны право на благоприятную окружающую среду. Все законы, которые принимаются у нас в стране, они должны соответствовать Конституции. Также для граждан, для потребителей коммунальных услуг, жилищным кодексом конкретно устанавливаются обязанности. Это на заключение договоров с региональным оператором по своей зоне деятельности и на своевременное внесение платы за оказанные услуги. У регионального оператора также в соответствии с законодательством имеется ряд прав и обязанностей. Помимо установленных требований в законе имеется соглашение, которое он заключает. В нашей республике заключаются соглашения с Министерством ЖКХ. В частности, к основной обязанности регионального оператора непосредственно относится качественное оказание своих функциональных обязанностей по обращению с твердыми коммунальными отходами. А к правам относится то, что региональный оператор имеет проводить сверки расчетов по заключенным договорам, также проводить контроль за объемами и массой поступаемых отходов. Каков порядок заключения договоров с потребителями услуг? Для юридических лиц, для организаций, для индивидуальных предпринимателей предусмотрена обязанность заключения прямых договоров, то есть в письменной форме. Для жителей многоквартирных домов, для жителей частного сектора могут быть заключены договоры так называемые публичные оферты. Да? То есть когда граждане начинают в контейнерные баки, установленные на контейнерных площадках, выносить свой мусор из своих домов, рекоператор начинает осуществлять деятельность по вывозу такого мусора, то договор считается уже заключенным. В случае, когда жители многоквартирных домов имеют в управлении управляющую организацию, и они на собрании жильцов приняли решение о том, что они хотят напрямую заключать договоры, для них тоже предусмотрено это право. Каждый житель в многоквартирном доме имеет право прямой договор заключить письменный с региональным оператором. А региональный оператор не имеет права отказать ему в заключении такого договора. А какую ответственность несут организации, не заключившие договор с региональным оператором? В таких случаях предусмотрена ответственность по административному законодательству. Конкретно статья 8.2 предусматривает ответственность за незаключение договоров. Это называется как нарушение экологических требований при обращении с отходами. Поскольку обязанность такая установлена законом, все обязаны ее соблюдать. А что показывает практика? Много ли не заключивших договоры? Практика прокурорской работы показывает, в текущем году, конкретно нами, Якутской природоохранной прокуратурой, были проведены проверки. По территории города Якутска были установлены отдельные хозяйствующие субъекты, которые не исполнили обязанность по заключению договоров с региональным оператором. По итогам этих проверок эти лица были привлечены к административной ответственности, были внесены в их адрес представления с целью устранения выявленных нарушений. По результатам рассмотрения этих представлений договоры, требуемые законом, были заключены. И самый актуальный вопрос для многих якутян, я думаю, это как часто должны вывозить мусор с санитарных точек и кто отвечает за их чистоту? Периодичность вывоза мусора, твердых коммунальных отходов, она также установлена в законодательстве. В теплое время года, когда температура воздуха
погодные условия достигают от плюс 5 градусов и выше, такой вывоз должен осуществляться ежедневно. При снижении температуры, то есть в холодное время года, при установлении температуры от минус 5 и ниже, допускается осуществлять такой вывоз не реже одного раза в трое суток. А в каком порядке вывозится крупногабаритный мусор? То есть это какая-то мебель или санитарные какие-то вещи, сантехнические? Да, вы правильно подметили. Вот эти предметы, бытовая техника, мебель старая, она относится к понятию крупногабаритных отходов. В свою очередь, крупногабаритные отходы по сегодняшнему законодательству относятся к твердым коммунальным отходам, к этому понятию отнесены. Размеры этих отходов не позволяют помещать их в контейнерный бак, поэтому для них должны устанавливаться отдельные отведенные специальные места. Периодичность вывоза, местоположение этих мест отведенных, они все должны в договоре прописываться, который заключается с региональным оператором. Через управляющую компанию, если это обслуживается многоквартирный дом, все это должно быть оговорено в договоре. А должны ли жильцы платить за это, за крупногабаритный мусор? Но по заявкам жителей отдельно также предусматривается вывоз, поэтому если, допустим, накопилось столько мусора, который необходимо конкретной квартире, конкретным жильцам вывезти, да, они могут с заявкой обратиться к региональному оператору, и он за отдельную плату вывезет положенное место. А если на первом этаже жилого дома магазин, мусорный контейнер должен быть общий или раздельный? Контейнер должен быть отдельный. В многоквартирных домах действительно зачастую располагаются на первых этажах различные магазины, парикмахерские, заведения общественного питания. У них также предусмотрены требования в законе. Они должны иметь самостоятельный договор с региональным оператором, иметь свой контейнерный бак отдельный. Жильцы не имеют права сбрасывать свой мусор в эти их контейнеры, так же, как и эти предприниматели не имеют права свои отходы выбрасывать в контейнеры жильцов. И в случае, если жильцы выявят такие факты, они могут напрямую обратиться к региональному оператору о том, что вот происходит выбрасывание мусора в их контейнеры. А вообще это обязанность управляющих организаций к региональному оператору обращаться со сведениями о всех собственниках помещений в многоквартирном доме, будь то жилые, нежилые помещения, чтобы региональный оператор владел этой информацией и применял соответствующие меры, да, по заключению договоров, например. А распространяются ли льготы на оплату коммунальных услуг, на оплату именно вывоза мусора? Ну да, действительно, поскольку транспортирование коммунальных отходов и вообще обращение с коммунальными отходами на сегодня является коммунальной услугой, то для всех тех граждан, у кого есть уже установленные льготы по коммунальным услугам, по платежам за такие услуги, на них также распространяется льготы и на данный вид услуги. На федеральном уровне имеется определенный перечень категорий лиц, которые обладают такими льготными правами. Да? Ну и также законодательством республики установлены, расширены, можно сказать, эти перечни льготных категорий граждан. Чтобы получить необходимую компенсацию, граждане должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и уже получить право, да, на вот эту компенсацию. Но нужно помнить, что компенсацию получают только те граждане, у которых нет долгов по выставленным квитанциям. А на дачных участках образуются такие стихийные свалки. Как их можно ликвидировать? Стихийные свалки или несанкционированные свалки, да, для них полностью несет также ответственность собственник земельного участка, на котором эта свалка образовалась. И вот порядок действий с этой свалкой, да, он также законодательством на сегодня предусмотрен. К примеру, если жители, какой-то гражданин обнаружит в неустановленном месте, будь то лесная зона, либо какой-то пустырь на территории поселения, либо вдоль трассы свалку, он может обратиться непосредственно к региональному оператору. Региональный оператор далее должен уведомить собственника земельного участка о том, что ему необходимо убрать, ликвидировать эту свалку. По истечении 30 дней, если такие меры не будут приняты, региональный оператор сам ликвидирует, убирает вот эти отходы, эту свалку ликвидирует, и после уже он имеет в судебном порядке взыскать расходы, которые он понес в связи с принятыми мерами, да, от собственника земельного участка. Если собственник не определен и свалка образовалась на территории муниципалитета, то соответствующие требования региональный оператор предъявляет к органам местного самоуправления данной территории. А имеются ли в республике случаи двойного начисления за вывоз мусора и какие меры прокуратура принимает?
Проверками прокуратуры, которые проведены в текущем периоде, конкретно фактов взимания в двойном размере платы за коммунальные услуги выявлено не было, но были выявлены другие нарушения. К примеру, прокурором Мирнинского, Амгинского районов были выявлены нарушения, когда органы местного самоуправления в своих правовых актах устанавливали в плате за содержание жилого помещения также плату за вывоз твердых коммунальных отходов. Тогда как с 1 января 2019 года это отдельная услуга, и она должна выводиться из платы за содержание жилого помещения. Но в связи с указанным прокурорами этих районов были принесены протесты на незаконные правовые акты, которые были удовлетворены. Эти соответствующие распоряжения муниципалитетов были приведены в соответствие. Ну и также можно привести в качестве примера, прокурором Алекумского района по итогам проверки были выявлены факты начисления платы за обращение с коммунальными отходами по недействующему тарифу. По городу Алекумску, это для жителей порядка 148 домов, плата была начислена и взыскана. Но региональным операторам там на месте полностью услуги эти были оказаны, и по требованию прокурора, по представлению, которое он внес в адрес управляющей организации, был произведен перерасчет, и средства были возвращены всем гражданам, которые вынуждены были переплатить, на их лицевые счета. То есть нарушения прав граждан были устранены. А каковы способы защиты гражданами своих нарушенных прав в сфере обращения с мусором? В порядке самозащиты, так называемые, граждане имеют право обратиться непосредственно к региональному оператору с письменными обращениями, либо устными, по вопросам оказания услуг в сфере обращения с отходами. Сроки для рассмотрения таких обращений предусмотрены законом, то есть не должны превышать 30 дней. Однако также необходимо иметь в виду, что в соответствии с соглашениями, которые заключаются между региональным оператором и Министерством ЖКХ, срок обращения граждан по нарушениям по обращению с отходами региональным оператором не должен превышать 5 дней. Также граждане в случае, если считают, что нарушены их права на санитарное благополучие, имеют право обратиться в органы Роспотребнадзора на местах. В случае выявления каких-то нарушений экологических требований, допустим, загрязнения почв или водных объектов отходами, такие обращения необходимо направлять в территориальное подразделение Министерства экологии Республики. В случае, если выявлены нарушения в деятельности управляющей компании и граждане полагают, что права их нарушены, необходимо обращаться в Управление государственного строительно-жилищного надзора. Ну и также основной орган, который контролирует деятельность регионального оператора, и в случае выявления нарушений в его деятельности, деятельности регионального оператора, граждане также имеют право обратиться непосредственно в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. И в завершении выпуска, как отразится на состоянии с мусором, если город все же сменит регионального оператора? Вообще полномочия по смене регионального оператора отнесено к компетенции Министерства ЖКХ Республики. То есть органы местного самоуправления, в данном случае окружная администрация, она не имеет такой возможности определять, кто именно будет новым рекоператором или как поступить с действующим рекоператором. Все также законом предусмотрено, этот порядок лишения статуса. Но в случае, если такое решение будет принято, прежний рекоператор обязан полностью, вплоть до вступления в деятельность, в действие нового регионального оператора, продолжить осуществление по обращению с отходами, чтобы не было этого коллапса, так называемого. Если он откажется или не будет выполнять такие действия, то в отношении него могут быть применены штрафные санкции, которые составляют не менее 5% от выручки данной организации, данного регионального оператора. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за то, что были нашим гостем сегодня. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о правовых основах защиты прав граждан и окружающей среды в сфере обращения с отходами с Татьяной Бубякиной, старшим помощником якутского природоохранного прокурора, младшим советником юстиции. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.